Если не делает тот, кто должен делать, мы просто возьмем и сами сделаем это. Таков девиз проекта «Один хороший человек». Вместе со своей командой Василий Стрекалов работает над более чем 20 проектами, начиная от экологического просвещения и пропаганды ПДД в дошкольных учреждениях и заканчивая облагораживанием дворовых территорий и подъездов. С последним активисты особенно преуспели. Павел Королев тему продолжит. Василий Стрекалов – один хороший человек. Идейный вдохновитель одноименного проекта считает, есть много неприятностей, которые можно исправить самим, без денег и связей. Например, отремонтировать подъезд или избавиться от ям во дворе, покрасить детскую площадку. Но к развитию настоящей гражданской активности населения Василий пришел не сразу. С течением каких-то определенных обстоятельств трагедия в жизни произошла, но это уже для узкого круга лиц. И я понял, что дари маме радость сейчас, завтра может быть поздно. Ни деньги, ни власть. У нас остается время. Время и эмоции. Все в нашей жизни только в этом. Я просто, наверное, раньше всех это понял. И начал просто бомбить. С утра до вечера просто проект за проектом, проект за проектом. Вот такой дождь у нас идет каждый день. Посмотрите. И это разве нормально? Осадки в коридоре общежития на Морозова 136 еще до недавнего момента мало кого смущали. Фактически малосемейку бросили. Вот с равнодушием-то и решили бороться активисты проекта, которые объединились с жильцами, чтобы привести в порядок подъезды и коридоры. На вопрос «откуда деньги?» оказалось, мир не без добрых людей. Кто-то поделился мешком штукатурки, у кого-то осталось после ремонта банка краски, что-то пришлось закупить самим жильцам, а где-то подсобила и управляющая компания. Собственный дом вы должны сделать сами. Это очень важно. Никто из нас не волонтеры. Мы не имеем права здесь делать ничего. Только сами жильцы должны это сделать. Только когда они сами это сделают, у них мозг поменяется, сознание, что это их. И тогда они сами своему дому и будут меньше всего вредить. Ранее стараниями активистов уже преобразилось общежитие по улице Димитрова. Жильцы малосемейки сами сделали косметический ремонт подъезда, установили новые двери. Причем сначала народ выходил неохотно, но позитивный пример заразителен. За 2 месяца подъезд преобразился. Там, где когда-то были нецензурные надписи и разрушенная штукатурка, появились забавные рисунки, которыми детишки сами разукрасили стены. И еще раз ему спасибо, что эта общага хоть немножко, не то что немножко, много, она ожила нас просто, да? Радует, светло стало, в самом деле. Поддержку дать этому человеку, мы тоже чем сможем и поддержим этого человека. Пожалуйста, не бросайте его и не бросайте нас. Но финальная радость длилась недолго. Спустя 3 дня после этого интервью-отчета темные силы вновь начали отвоевывать свое. На этих кадрах нетрезвый мужчина демонстративно решил похулиганить в подъезде, а потом еще зачем-то поджег коробку с газетами. Результат обнулился. Жильцы снова лишились красочного ремонта. Выгорел почти весь первый этаж вместе с проводкой и сантехническими трубами, а от детских рисунков вовсе мало что осталось. Это происшествие теперь еще больше людей нас объединит, администрация поможет, управляющая компания начала сотрудничать, работать. Они все переживают, ведь было так классно, все уже было классно. Вот они уже мне все позвонили, уже даже другие общежития предложили, чтобы помогал. Но это очень важно, да, то есть, когда это горе для всех, но это горе нас объединит. Это проблема, которая нас свяжет вместе и начнет дальше работать. Мы восстановим это общежитие. Уже на этих выходных жильцы общежития и неравнодушные сыктывкарцы собираются выйти на субботник и вернуть подъезду задуманный колорит. Ведь в любой сказке добро должно обязательно победить. Павел Королев, Иван Богомолов, телеканал Юрган, Сыктывкар.